Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года. Для Девы посмотрим возможности выхода из кризиса и совет на неделю от цыганской колоды. События мы не будем смотреть на этой неделе, потому что мы все сейчас дома. И, в принципе, события у всех одинаковые. Это у нас карта недели для Девы. Это дополнительно для отношений, для работы, для финансов. Удача недели, проблема недели, решение проблемы и совет на неделю. Итак, основная карта недели — семерка бубновая. Карта говорит о том, что для Дев очень важно поддерживать свои дела в порядке. Если есть возможность работы, то это значит как раз работа скрупулезная, когда у нас дел много, когда мы составляем планы, когда действуем вот до победного конца, решаем все вопросы, которые связаны со связью, с техникой, с бумагами и так далее. Если же вы не работаете, то эта карта говорит о том, что вам нужно обязательно на этой неделе заняться коммуникациями. Может быть, вы давно не созванивались с какими-то родственниками или с друзьями. Может быть, вы давно там не переписывались с людьми, которые когда-то были для вас важны. То есть вот прекрасное время для того, чтобы возобновить знакомство, либо новые знакомства. Если у вас есть такая необходимость, можно как раз новые знакомства тоже заводить. Карта каких-то общественных дел, пусть даже там это через интернет, но в любом случае вы как будто такое связующее звено между другими людьми. Кроме того, здесь у вас может быть какой-то человек, может появиться, который с вами может подружиться, то есть надолго отношения могут завязаться. И вообще карта переговоров очень часто. Если для вас это важно, то вот переговоры пройдут удачно на этой неделе для Дев. И не просто пройдут, если вы, допустим, думали, проводить вам или нет переговоры, то этот ответ да. Для отношений дополнительная карта король пиковый выпадает. И здесь, конечно же, какие-то очень важные происходят дела в ваших отношениях. Во-первых, если была ссора, тут можно помириться. Если у вас какое-то общее было дело, вот вы его можете на этой неделе завершить, причем очень удачно завершить, будете очень довольны. Либо какое-то, может быть, домашнее дело, допустим, ремонт вы делали, да, тоже можете завершить. Также карта говорит о том, что вы будете общаться друг с другом, стараться, по крайней мере, очень мудро, да, договариваться, стараться. Может быть, просто такая неделя, знаете, отдыха, вот безмятежности, когда никто никого не трогает, все всем рады, в общем, такой мир и покой. Ну и также часто очень эта карта связана с какими-то профессиональными делами, с обучением, каким-то опытом профессиональным, да. Вот это тоже каким-то образом может связано быть с вашим партнером семейным, да, или по браку. Ну, вполне возможно, что вы вместе, допустим, учиться можете какому-то одному делу вдвоем. Либо какие-то проекты можете обсуждать, важные для вас двоих. В работе шестерка выпадает червовая. Карта говорит о том, что в работе какой-то новый поворот, какие-то новые возможности. Скорее всего, если у вас были проблемы в работе, то налаживается. Здесь все становится более определенно, более ясно. Еще пока не на этой неделе, может быть, все реализуется, но, по крайней мере, у вас уже какая-то появляется надежда на то, что все будет хорошо. Также карта хорошей репутации, когда вас ценят, когда к вам обращаются. И вот вы можете не бояться потерять работу, если у вас хорошая репутация. Для финансов выпадает восьмерка червовая. Карта говорит о том, что все пока не определенно, не очень просто. И по поводу финансов может быть много эмоций, страхов и так далее. Но также карта говорит о том, что
хорошее время для того, чтобы проявить какие-то свои скрытые таланты, способности. И это отвлечет вас от каких-то неправильных мыслей, да, которые вас, ну, как бы из-за которых вы теряете энергию, и заодно научитесь чему-то новому. В деньгах нужно доверять интуиции, прислушиваться к себе. Также здесь, знаете, может быть деньги от какой-то женщины, может быть от мамы, допустим, приходят, либо вы маме можете помогать. Ну, в любом случае, карта хорошая, но она как бы делит неделю пополам. То есть неделя такая хорошая в финансах, неделя сложная. Или, допустим, половину недели вы переживаете за финансы, а вторую как-то спокойно. Ну, здесь вот больше эмоций все-таки. Для проблемы у нас выпала карта туз бубновый. И здесь, конечно, проблема может быть в том, что вы как-то слишком концентрируетесь на себе, на своих каких-то проблемах, сложностях, да, вот если думать о семье, там, о других людях, о друзьях, будет легче. Кроме того, здесь у нас карта, связанная с какими-то ожиданиями, да, то есть, может быть, вы должны были закончить какой-то проект или вам какое-то предложение должны были сделать. И вот, может быть, на этой неделе пока что еще нет вот того, что вы хотели получить. Кроме того, вы можете чувствовать, что нет какой-то завершенности, нет успеха, которого вы ждете. Вас как-то вот это может мучить, то, что вы привыкли, допустим, что у вас все получается, а тут вдруг все стоит. Ну и также, может быть, знаете, какая-то дурная слава. Если вы, допустим, проявляете эмоции как-то связанные с деньгами, допустим, вы общаетесь с клиентами и как-то вспылили, да, вот это может плохо закончиться. То есть нужно быть аккуратными, потому что на этой неделе может пострадать ваше доброе имя. Как-то слишком быстро все обо всем узнают, да, ну, об этом узнают, и может быть проблема из-за этого. То есть очень осторожны будьте с эмоциями, потому что можете себе навредить. Причем это надолго может быть, да. Ну и вообще по этой карте может быть такой пессимизм, депрессия. Вот это, конечно, не нужно. И вот здесь как рекомендация у нас Валет Трифовой. Она говорит о том, что нужно выгонять вот это состояние, настроение. Нужно убирать вот эти отрицательные эмоции и мысли. Нужно убирать вот эту излишнюю эмоциональность. И так как энергии здесь достаточно у вас на этой неделе, девы, да, вам нужно это все в работу пускать. Это очень важно. Кроме того, здесь у нас еще могут быть какие-то споры, вот даже, может быть, связанные как-то с финансами, либо между вашими, ну, с вашими близкими партнерами, да, по браку, либо это может быть споры по поводу финансов, может быть, с начальством, да, вот здесь нужно быть очень осторожными, никаких ссор, никаких споров, не время сейчас для этого совершенно. То есть, допустим, вы всегда вели себя очень там сдержанно, а тут вдруг проявите эмоциональность и уже испортится о вас мнение. Поэтому лучше сдерживаться на этой неделе, либо вообще вот стараться не вступать в какие-то, ну, в какой-то контакт, пока вы еще чувствуете, что с вашими эмоциями не все в порядке. Вот, допустим, все успокоилось, тогда можно общаться, разговаривать и так далее. Ну и, конечно же, оптимизм должен быть обязательно, потому что иначе вы передаете вот это настроение и всем вокруг отрицательное. Для удачи выпадает у нас десятка пиковая. Карта говорит о том, что удача в том, чтобы как-то поменять образ жизни. Может быть, добавить новых людей каких-то в свою жизнь, познакомиться с кем-то. Может быть, изменить даже вот круг тех людей, круг знакомых, которые сейчас вокруг вас. А также это карта новых предприятий, это карта перемен обязательно. Поэтому удача как раз вот в переменах для девы. Конечно, девы, они вообще очень стабильный знак, и обычно они даже как-то эмоциям не особо подвержены таким сильным, да, но вот на этой неделе это возможно. Поэтому
Если, допустим, у вас уже такое настроение появилось, и оно как-то устойчиво уже закрепилось, нужно это менять обязательно. Ну и, конечно, подумать о каких-то новых делах, о начинаниях, об обучении и так далее. Для совета выпала карта «Король червовый». И на этой неделе очень важными должны стать дела семьи, дела близких людей, родителей, и также вопросы недвижимости. Если вдруг вам нужно решить там вопрос купли-продажи недвижимости, либо оплаты за недвижимость, или еще что-то такое, нельзя откладывать это, обязательно на этой неделе нужно заканчивать. Также карты связаны еще и с семейными делами, семейными предприятиями, предпринимательством, да, когда вы вот именно семьей занимаетесь. Тоже по совету нужно обязательно, если, допустим, у вас еще нет такого семейного предприятия, да, подумайте о том, как вы можете его создать. Допустим, чем вы можете заниматься с вашим супругой, да, с вашей семьей, как вы можете вместе зарабатывать. Вот какая-то идея может очень хорошая прийти или какое-то предложение, вот именно по семейным предприятиям. Может быть, какое-то там маленькую фирму, да, создать такую, может быть, дома, прям из дома работать, очень комфортно, вы будете чувствовать себя, и денежки постоянно будут. В общем, у дев есть такая возможность на этой неделе, либо предложение, либо идея, либо уже возможность, которую можно начать реализовывать. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!